В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Алексей Соколов и Юлия Великодная. Смотрите в программе. За долгострой в Якутске может взяться новый застройщик. Сработал механизм предоставления земельного участка взамен на завершение строительства. Проект строительства моста через Лену представят в декабре этого года на научно-техническом совете Росавтодора. Актированные дни. Кто и в какие температуры не идет в школу, а также где искать достоверную информацию о погоде в нашем специальном репортаже. Оленеводы и артель. К чему пришли конфликтующие в Нерюнгринском районе старатели артеля «Новая» и охотники компании «Труд». В Мирном компания «Коммунальщик» выплатила задолженность перед работниками почти на 3 миллиона рублей. Дайджест новостей Алданского района о событиях кратко в материале наших коллег. Проект строительства моста через Лену представят в декабре этого года на научно-техническом совете Росавтодора. Это позволит включить строительство объекта в одну из федеральных программ поддержки и развития инфраструктуры, сообщил в интервью ТАСС глава Якутии Айсен Николаев. По словам главы региона, сегодня есть активный интерес к проекту со стороны крупнейших российских и зарубежных компаний. При этом глава республики отметил, что сейчас примерная стоимость проекта составляет порядка 80 миллиардов рублей. С наступлением холодов в Якутии начались актированные дни. В ряде районов республики регистрируется снижение температуры ниже 45 градусов. Это дает право некоторым школам отменять занятия. В прошлом году актированные дни в Якутске выпадали на середину декабря и январь месяц. В каких случаях будут отменяться занятия для школьников и где достоверная информация об актированных днях, расскажет Дмитрий Тымыров. Начало месяца и уже термометры воздуха фиксируют температуру за минус 45 градусов и ниже. В конце прошлой недели температура воздуха опустилась за минус 45 градусов во многих населенных пунктах Якутии. Так, например, в Батагае Верхоянского улуса воздух опустился до минус 46 градусов. Это Кёля Татинского улуса минус 46 и Крест-Хаджай Тампонского улуса минус 48 градусов. В некоторых из них даже были отменены занятия в школах. В нашем населенном пункте фиксируется минус 48 градусов. В связи с этим у нас отменены занятия начальных классов. Среднее звено из старшие классы продолжает обучаться. Для них занятия отменяются, если температура воздуха опустится ниже 50 градусов. Для старших классов отменяется занятие, если температура воздуха опустится ниже 52 градусов. Также занятия были отменены в центральных районах Якутии. Например, в Усть-Алданском районе из-за понижения температуры воздуха занятия были отменены для 2032 учащихся школ. Если в северных и арктических улусах Якутии у школьников отменяются занятия при минус 48 градусах, то в центральной части Якутии критерии отмены занятий совсем другие. Эти нормативы устанавливает Управление образования муниципалитетов. С 1 по 7 класс при температуре 48 градусов объявляются актированные дни. Также, согласно этому распоряжению, с 1 по 9 класс при температуре 50 и актированные дни для обучающихся категории с 1 по 11 класс температура минус 52. Это согласно нашему распоряжению. Жители южной столицы актуальную информацию о температуре воздуха узнают из официальных источников. Согласно новому распоряжению, температуру воздуха мы всегда контролируем через наши каналы, где указана температура. Поэтому в 7 утра обязательно каждый из руководителей просматривает сейчас температуру воздуха. Если температура, согласно распоряжению, превышает данные параметры, согласно распоряжению, то он, как руководитель, принимает решение об объявлении по уровням с 1 по 5 класс, об актированных днях, объявляет этому педагогическому совету, и уже классные руководители СМС-сообщения для своих подопечных. В столице региона, в городе Якутске, актированные дни начинаются при минус 45 градусов согласно приказу Управления образования города Якутска от 26 ноября 2018 года. Актированные дни определяются на основании официальных сведений Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на текущее время, начиная с 6 часов утра местного времени. При этом актированный день устанавливается с учетом наиболее низкой температуры показателей метеостанции районов Гемиин и Авиапорт.
Так, для учащихся города Якутска при минус 45 градусах занятия в школах отменяются с 1 по 4 классы. При минус 48 градусах занятия отменяются для учащихся с 1 по 8 классы. При минус 50 градусах занятия отменяются для всех учащихся. Как отметили в управлении образования города Якутска, официальными источниками передачи актуальной информации по температуре воздуха являются телеканалы НВК «Саха», Якутия-24, радио «Саха» на волнах 107,1, а также интернет-портал ekt.ru. В случае, если температура воздуха начнет опускаться после 7 часов утра, то актуальную информацию можно услышать или посмотреть на официальных каналах связи. Например, если температура наружного воздуха в 6 часов утра минус 44 градуса, активированный день не объявляется. Следовательно, учащиеся с 1 по 5 класс идут в школу. Если в 11 часов дня температура снижается до минус 45 градусов, то по телевидению Якутия-24 и радио НВК «Саха» объявляется активированный день для обучающихся второй смены с 1 по 5 класс. Но если родитель считает, что температура воздуха все же ниже, чем показывает термометр, они могут не отпускать своего ребенка на уроки. Но перед этим нужно оставить в известность классного руководителя вашего ребенка. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Ольга Шепелева, Владимир Копырин, Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Якутск, Усть-Алтан, Нерюнгри. Понижение температуры воздуха спровоцировало рост заболеваемости ОРВИ. В столице республики учебный процесс приостановлен в 34 классах 13 школ Якутска, а также в 3 группах дошкольных учреждений. Об этом сообщили в управлении образования города. Это 4 класса в 3-й школе, по 2 в 32-й, 22-й школах и национальной гимназии. По 3 класса на карантин также ушли в 12-й, 19-й, 29-й и ЕГНГ. По 1 классу закрылись в СОЖ номер 5, городской классической гимназии, Саха-гимназии и Саха-корейской. Больше всего заболевших детей в СОЖ номер 38. Там школу не посещают из-за карантина ученики 7 классов. В аэропорту Якутска снова заработала система АЛС. Теперь самолеты смогут приземляться в условиях тумана. Курирующие работу аэропорта инстанции после долгой работы по согласованию приняли решение о присвоении аэропорта Якутск первой категории ИКАО, что подразумевает использование системы АЛС, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Напомним, ранее эта система захода на посадку по приборам не работала в аэропорту Якутска из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. На территории Якутии объявлен месячник безопасности, направленный на предупреждение травматизма и гибели детей в пожарах. Как сообщают в МЧС, за 11 месяцев этого года на территории республики произошло 834 пожара, в результате которых погибло 65 человек. Во всех муниципальных образованиях республики пройдут рейды по пожарной безопасности. В образовательных учреждениях инспекторы МЧС и других ведомств проведут уроки, родительские собрания и классные часы. Также пройдут профилактические рейды по семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. У нас основные пожары происходят неисправность электрооборудования, ветхость жилья, низкий контроль за пожарным состоянием объектов. Поэтому будет организовано патрулирование по жилому сектору, одноэтажным, многоэтажным зданиям, по качеству электрооборудования, по выполнению требований первичных пожарной безопасности. Все это будет проверено, рекомендовано к устранению. Также поставлена задача, чтобы Министерство труда, чтобы предусмотреть материальную помощь при необходимости в устранении этих недостатков. В Мирном компания «Коммунальщик» выплатила задолженность перед работниками почти 3 миллиона рублей. Прокуратурой установлено, что в нарушении Трудового кодекса муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» имеет задолженность по выплате заработной платы перед 77 работниками в сумме свыше 2 миллионов 956 тысяч рублей за октябрь 2018 года, отмечает ведомство. В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками погашена, их права восстановлены. За долгострой в Якутске может взяться новый застройщик. Компания «Якутпромстрой» готова взять на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта на улице Каландарашвили. Объект принадлежал Северной строительной компании, которую признали банкротом. Долгое время судьба недостроя была под вопросом. Работы остановились на начальном этапе, поэтому его завершение было заведомо
убыточным для застройщиков. Однако по изменениям в законе руководство республики может пойти навстречу и предоставить земельный участок взамен на завершение строительства. На что и пошли в этом случае. Компания на рынке недвижимости работает уже больше полувека и зарекомендовала себя как надежного застройщика. Из-за проблемного объекта обманутыми оказались 64 дольщика. Часть получила страховые выплаты, другая требует возврата средств по процедуре банкротства компании. Остались 37 дольщиков, которые перейдут в ведение нового строителя. Якутпромстрой готов взяться за этот объект. Перечень необходимых документов практически весь собран для того, чтобы согласовать с Минстроем России в качестве нового приобретателя его. И вот в ближайшие дни, когда полностью документы соберем, направим в Минстрой России и в арбитражный суд для того, чтобы приняли решение на уровне арбитражного суда о замене застройщика. Да, можно представить, как рады дольщики, которые получат все-таки свои квартиры. Несмотря на то, что, по словам главы Минстроя страны Владимира Якушева, инструмент предоставления участков земли для застройщиков в обмен на квартиры себя исчерпал, этот механизм успешно сработал сегодня в Якутске. Глава ведомства также сообщил, что Минстрой разрабатывает программу финансовой поддержки регионов для решения проблемы дольщиков, потому как количество обманутых дольщиков в стране не уменьшается. По данным Минстроя, число граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков, на 1 октября равнялось 37,5 тысяч человек, что на 10% больше по сравнению с началом года. Из перечня проблемных было исключено 49 объектов, добавлено 67. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее. Оленеводы и артель, к чему пришли конфликтующие в Нерюнгринском районе старатели артели «Новая» и охотники компании «Труд». Дайджест новостей Алданского района. О событиях кратко в материале наших коллег. Сборная Якутии вошла в топ-10 лидирующих регионов России. В Якутск вернулись участники национального чемпионата профмастерства «Обилимпикс». В эфире «Якутия-24», и мы продолжаем наш выпуск. Якутские производители доставили в Москву порядка 10 тонн рыбной продукции. Дни Дальнего Востока стартовали сегодня в Москве. Одним из ее главных событий станет ярмарка. Она разместилась на Тверской площади и будет работать до 9 декабря. Встречать гостей будут все 11 регионов Дальневосточного федерального округа, в их числе Якутия. Об этом рассказал глава региона Айсен Николаев на пресс-конференции, посвященной фестивалю. Он выразил уверенность, что продукция будет востребована у москвичей и гостей столицы и придется кстати к новогоднему столу. Он добавил, что запланирована также обширная культурная и деловая программа презентации инвестиционных возможностей региона. С наступлением холодов многие старательские артели завершили свою сезонную работу. Свернула свою деятельность и артель «Новая» в Нерюнгринском районе, с которой разразился скандал в августе текущего года с оленеводами и охотниками компании «Труд». О том, как на данный момент обстоят дела на месте, разбирался наш корреспондент Сергей Козюра. Да. Охоты опять нету, вообще ничего нету. С наступлением сезона охоты потомственный оленевод Виктор Наумов нынче остался с носом. А все потому, что, по его словам, в результате деятельности золотодобытчиков из мест их угодий зверь ушел. Охоты у нас здесь нету, потому что я вот сейчас ехал, 11 лет увидел где-то километров 14 отсюда, и то проходящий. Здесь вот вокруг проезжал, ни одного следа нет, потому что, вон, видите, обратите внимание, вон стоят цистерны, соляры, все, это все запахи. От них все уходит. Лоси наверху были, нету, вообще ничего нету. Напомним, в январе 2015 года Департамент лесного хозяйства Республики Саха-Якутия передал открытому акционерному обществу «Труд», учредители жители Иенгры, в аренду почти 100 тысяч гектар пастбищных угодий для занятий оленеводством, рыболовством и охотпромыслом сроком на 49 лет. А в прошлом году артель «Новая» получила лицензию на разработку месторождения на этой же земле. Но для того, чтобы приступить к работам, требовалось разрешение арендатора, то есть ООО «Труд», которые они не дали.
Но, несмотря на это, золотодобытчики приступили к работам. Я не отрицаю, мы нарушили земельное законодательство, приступили к работе без договора аренды. Но, во-первых, там было два способа. Или остановить предприятие, не работать, распустить людей, или идти на нарушение, работать. Но это не супер нарушение, да, за него пришли, проверили, наказали. В данный момент на базе проживает Александра Наумова, пожилой оленевод. Оленей Виктор был вынужден перегнать в другое место, так как экологические нормы артелью не выполнены, и прежде всего это связано с загрязнением реки Амунатка, которая является источником питьевой воды. И теперь бабушке приходится проделывать длинный путь, чтобы принести чистого льда. Ой, Настя, здесь все сделали. Ну, идет там, знаешь, черный. Потом этот соляркой. Оленеводы надеются, что за зиму вода в реке очистится, и с наступлением нового сезона артель «Новая» начнет уделять больше времени экологии. Да и с местными оленеводами-охотниками золотодобытчики найдут общий язык. Сергей Козюра, Нерингри. Сегодня отмечается День юриста. Профессиональный праздник служителей закона был установлен в 2008 году указом президента. До этого существовали лишь праздники для отдельных категорий юристов. Сегодня юридическое сообщество республики вспомнило первого юриста Якутии, ветерана Великой Отечественной войны, основателя высшего юридического образования профессора Михаила Федорова. В этот день отличившиеся работники получили благодарность главы и юбилейные знаки. День юриста у нас отмечается в Российской Федерации с 2008 года, поэтому, пользуясь случаем, я хотела бы поздравить всех коллег с сегодняшним замечательным праздником. Мы все юристы делаем общее дело, служим на благо наших граждан, для того, чтобы в стране у нас было правосудие, поэтому всем хочу пожелать успехов в работе и благодарна, что для меня очень радостно, что сегодня я получила такую награду, поэтому спасибо. Сегодня, 3 декабря, в России также отмечается памятная дата – День неизвестного солдата. В честь этого в Якутске состоялась торжественная церемония передачи музею Ярославского артефактов Великой Отечественной войны, найденных участниками поисковой экспедиции в Актопамяти. На мероприятии побывала Кристина Якупова. В этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Это, наверное, глубоко было символично, что те мамы, жены, дети, которые не дождались своих отцов, сыновей с фронтов Великой Отечественной войны, вот впервые в 1966 году они могли бы поклониться и могут поклониться до сих пор памяти неизвестного солдата. Республика присоединилась к всероссийскому проекту «Мы вместе, мы рядом» 2 года назад. Направлен он на воспитание гражданственности и патриотизма. Дает возможность соприкоснуться с историей, ощутить важность личного вклада жителей Якутии в поисках героев войны. Это очень хороший проект. Около больше 70 школьников, молодых людей участвовали в проведении этой экспедиции по местам самых кровопролитных боев Великой Отечественной войны. И там они, конечно, участвовали в поисковом движении, собрали материалы, подлинные вещи с мест боев. Силами отрядов были найдены останки красноармейцев. Среди них можно увидеть личные вещи солдатов, а также боевые принадлежности. Участники поисковых работ никогда не забудут те дни, когда они своими глазами увидели и прочувствовали те страшные дни войны. Ты просто начинаешь ощущать все ужасы этой войны. Когда находишь первые снаряды, первые гранаты, это очень вначале как-то ты к этому интересно относишься, а потом уже более серьезно подходишь к этому. В первый раз для меня, я поняла, что мы находим настоящих людей. Когда мы наткнулись на моряков, там было поле большое, и получается, когда представляешь всю эту картину, ты представляешь, как бои проходили. Ощущение было даже страшно. Наши земляки уходили воевать. Многие из них не вернулись. Без вести пропавших на полях бойцов из Якутии почти 15,5 тысяч. С помощью проекта «Мы вместе, мы сила» для семей нашей республики было бы большим счастьем получить хоть весточку о родном человеке. Кристина Якупова, Семен Семенов, Якутск.
Образовательная программа фестиваля школы «Территория Сахалин», которая начал свою работу в Южно-Сахалинске, объединила около 40 студентов из 12 городов Дальневосточного федерального округа. «Территория Сахалин» собрала актеров, преподавателей актерского мастерства, театроведов, художников, театральных менеджеров и других специалистов в области искусства, которые в течение недели будут принимать участие в мастер-классах и лекциях. Территория Сахалин – это первый шаг, первый пункт большой программы по поддержке театрального искусства на Дальнем Востоке. Это трудная работа, но это здорово, что вот этот фестиваль будет на Дальнем Востоке, что мы можем собраться, посмотреть друг на друга. Участники фестиваля приехали из Якутска, Благовещенска, Владивостока, Хабаровска и других регионов. В следующем году фестиваль «Школа современного искусства. Территория» пройдет на Камчатке, а в 2020 году в Якутии. Тем временем в Якутске из Москвы вернулись участники 4-го национального чемпионата профмастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, так называемый «Обилимпикс». В соревнования ребята вернулись с медалями, и сегодня во Всемирный день инвалидов с якутской командой встретилась вице-премьер республики Ольга Балапкина. Подробности в нашем следующем материале. Дарья – студентка Якутского технологического техникума сервиса. Направление, на котором она обучается – кондитерское дело. Она слабослышащая. Несмотря на недуг, Дарья ведет активный образ жизни и участвует во многих конкурсах. В Обилимпиксе попробовала себя уже 2-й раз. В прошлом году на региональном уровне она заняла 3-е место. В этом году с новыми силами она испытала судьбу со счастливым итогом. В Якутии она заняла 1-е место и отправилась в Москву. В мою смену нас участников было 4, и так всего нашей компетенции кондитерское дело участников было 16, и уголков нашей страны все были такие собранные, конечно. И самое главное во время конкурса это то, что я не волновала, делала все уверенно. Не знаю, как получилось это, наверное, от настойки. На российском этапе Дарья заняла 3-е место. Эксперты, которые занимаются подготовкой участников, часто находят в своих учениках друга, товарища, союзника. Когда мы победили на региональном этапе, мы заняли 1-е место, мы очень обрадовались. Но на национальном этапе до нас немножечко сначала не доходило, что да, вот мы призеры, мы победители. Ну, потом, конечно, эмоции взяли вверх. С этого года к участию в конкурсе допустили и школьников. Айлана занимается бисероплетением с 7 лет. Сейчас ей 14, и ее маленькая мечта, чтобы ее труд был оценен на национальном уровне, сбылась. Финал Обилимпикса было очень здорово. Я чуть волновалась. Я не думала, что займу место. И очень хотела за ним занять место. Хотя бы 3-е место. С призерами чемпионата Обилимпикс встретилась заместитель председателя правительства Ольга Балапкина. На встрече участников отметили благодарственными письмами и грамотами. В будущем правительство Якутии планирует дальнейшее трудоустройство призеров чемпионата. Анастасия Данилова, Семен Семенов, Якутск. В Мирнинском районе обсуждают перенос природного парка «Живые алмазы Якутии». Там обнаружены богатые залежи углеводородного сырья. После 2 публичных слушаний в городе Мирном зоопарк как культурную достопримечательность решено транспортировать на другую территорию. Финансированием парка совместно с республикой занимается Алроса. Ежегодно на содержание компания выделяет 4 миллиона рублей. Нефтяники готовы взять на себя все расходы по содержанию животных и вложить в строительство нового парка 150 миллионов рублей. Сейчас рассматривается возможность переноса зоопарка на территорию заброшенного в 2000-х годах поселка Новый. Неподалеку находится кладбище, рядом Ириляхские дражные полигоны и поселок Алмазный. С южной стороны село Арылах, на восточной стороне переправа через речку Ачугуй-Бытуобия. Из-за развитой инфраструктуры животные круглый год будут находиться в загонах. На прежнем месте они находились в полувольном содержании. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Алданского района, о которых вам расскажет моя коллега Татьяна Вахнина.
Здравствуйте! В Алданском политехникуме стартует международный чемпионат WorldSkills. В профессиональных состязаниях сойдутся студенты и молодые специалисты промышленных предприятий. Отборочный этап пройдет по компетенциям сварка, электромонтаж и обслуживание и ремонт автомобилей. В каждой компетенции экспертные комиссии определят тройки самых перспективных. Победители отправятся на республиканский чемпионат WorldSkills. Конечно, эти соревнования дают прежде всего престиж рабочих компетенций для молодых ребят. Алданские инспекторы Комитета охраны природы совместно с представителями власти района и поселений разрабатывают план мероприятий в рамках исполнения указа главы республики об экологическом благополучии. В плане обозначены приоритетные цели, а также прописаны механизмы снижения рисков, связанных с техногенным воздействием на окружающую среду. Особое внимание будет уделяться контролю деятельности предприятий природопользователей. Финишировала правовая игра «Закон и ребенок». В финальном поединке сошлись несколько команд старшеклассников и студентов. Юные правоведы решали задачи и моделировали конфликты, разрешение которых предлагают различные кодексы. Изобретательности требовали творческие задания. Педагогами реабилитационного центра для несовершеннолетних правовая игра проводится ежегодно. Главным образом она нацелена на повышение у подростков юридической грамотности. Сейчас идет большая программа «Ответственное родительство» именно по воспитанию детей в семье, по налаживанию отношений в семье. 5 декабря свой день отметят добровольцы. Те, для кого бескорыстное делание добра является смыслом жизни. Год волонтерства раскрыл мощный потенциал энтузиазма и активности у алданской молодежи. Для волонтеров нет запретных тем. Животные, дети, пожилые люди всем помогут и уделят внимание. В Алдане в рамках декады инвалидов проходят мероприятия в поддержку людей с ограниченными возможностями, в которых волонтеры принимают самое активное участие. Мне очень дело это нравится. Я понимаю, что я делаю это на благо людям, что я помогаю людям. Первый отряд юнармии отметит день рождения, 2 года со дня образования. В 2016-м на торжественном концерте, посвященном Дню Героев Отечества, 30 юношей и девушек дали присягу верно служить отчизне. За 2 года ряды юных защитников Родины пополнило немало новобранцев. Второй отряд юнармии образовался в Тамоте. В планах у командиров образование отрядов при каждой школе. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам.